Программа Европейского союза НПАРТ или Программа развития сельского хозяйства и села в Абхазии начала свою работу в 2017 году. При поддержке программы развития ООН в 3 районах республики были созданы инициативные группы. В них вошли активные местные работники сельского хозяйства, фермеры, животноводы, а также представители неправительственных организаций. За 2 года каждая группа разработала стратегию развития своего района с анализом потребностей и потенциала. В середине января текущего года в Ачамчирском, Гагарском и Гудаутском районах был объявлен конкурс на лучший коммерческий или социальный проект. И лишь спустя 5 месяцев инициативные группы определили победителей. На первом этапе все проекты оценивались заграничными экспертами, то есть абсолютно вслепую, без привязки к авторам проектов. На втором этапе местные инициативные группы проводили собеседование с каждым участником конкурса и также давали свои оценки. На финальном этапе мы приезжали на места к заявителям, набравшим наибольшее количество баллов, чтобы изучить среду, в которой планируется реализация проекта. И только после этого местные инициативные группы составили список проектов, рекомендованных к финансированию. Среди победителей 11 социальных и 16 коммерческих проектов. В категории коммерческих будут профинансированы, к примеру, теплица по выращиванию малины в селе Меркула, птицеводство в селе Кланархуа и сад многолетних растений в селе Аннехапста. Кроме того, гранты получат пчеловоды из сел Губ и Гуада, производители домашней консервированной продукции из Гудауты, производитель уникальной мебели из села Цандрыпш и многие другие. Кама Хагба из Пицунды сможет открыть первый в городе стоматологический кабинет. Сегодняшний день для меня знаменательный, можно сказать. Сегодня прошел мой проект. Я хочу осуществить открытие стоматологического кабинета в городе Пицунда. На самом деле в городе Пицунда нет стоматологического кабинета, оснащенный всем оборудованием, которое современным. Цель – создать для людей комфорт, и чтобы они, придя в один кабинет, получили весь спектр услуг стоматологических. Каждый победитель получит помощь на сумму от 5 до 25 тысяч долларов. На эти деньги представители программы развития ООН путем тендеров закупят оборудование, строительные материалы, сельхозтехнику, спортинвентарь и другие вещи, которые необходимы заявителям для успешной реализации их проектов. Общая сумма выделенного на данном этапе финансирования около $500 000. Между тем, по условиям конкурса, грантодатели не покрывают 100% стоимости проекта. Сами заявители также должны финансово участвовать в реализации своей идеи. Размер участия каждая инициативная группа устанавливала для своего района самостоятельно. В Гудаутском районе, к примеру, комиссия решила, что все победители конкурса, вне зависимости от того, коммерческий это проект или социальный, должны самостоятельно покрыть 10% от стоимости своего проекта. В Ачамчирском районе авторы социальных проектов могут внести всего 5%, в то время как коммерческих – 20%. Все эти правила устанавливали сами участники инициативных групп из числа местного населения. Среди социальных проектов, которые получат финансирование, есть строительство мини-футбольной площадки в Адзюбже, ремонт школьного спортзала в селе Мгудзархуа, оборудование лингофонного кабинета в селе Махадыр, а также ремонт водонапорного насоса в Аннехапсте. Ачамчирский дом юношества получит грант на приобретение нового транспорта для детей с ограниченными возможностями. 8 лет обслуживала наша маршрутка, которая была подарена для детей с ограниченными возможностями международной организации World Vision. Пришло время поменять маршрутку свою для привоза детей и их родителей на реабилитацию в наш дом юношества. Дело в том, что у нас дети-инвалиды, спинальники на колясках, и нам очень сложно было все время, все 8 лет, и родители, и мы их поднимаем на плечах, так поднимаем и в свое здание и так далее. И тут мы когда мы услышали, что есть такая организация, можно подать проект, мы решили подать проект на специализированную машину для детей, чтобы инвалид-колясочник мог сам сесть в эту машину. Это специально на кнопках, которая удобно, можно перевозить детей. Специально для оказания поддержки представителям районов Абхазии и для координации инициатив по развитию сельского хозяйства в республике под руководством программы развития ООН и при поддержке Европейского союза в столице открылся Центр по развитию сельского хозяйства и села. В центре любой желающий может получить консультации по разработке бизнес-планов, консультации в области агрономии и ветеринарии, а также правового консультирования по различным вопросам. На сегодняшний день центром проведены консультации в различных областях более чем 120 бенефициаров.
Важно отметить, что все консультации проводятся бесплатно. В сентябре сотрудники программы развития ООН планируют провести еще один аналогичный конкурс. Дело в том, что распределенная на этом этапе сумма – это всего лишь половина выделенных на программу средств. Через несколько месяцев, когда победители первого этапа получат свое оборудование и начнут работу, инициативные группы смогут заняться отбором новых проектов. К участию допускаются жители тех же 3 районов – Очамчирского, Гудаутского и Гагарского, включая заявителей, не прошедших финал в нынешнем этапе. Помощь в создании бизнес-плана и грамотном оформлении заявок окажут сотрудники Центра по развитию сельского хозяйства и села. Он располагается по адресу город Сухум, улица Аяйра, 60. Номер телефона 713 16 68. Надежда Боровикова, Торник Амичба, Абаза ТВ.